Добрый день, это Якутия-24. Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Оперштаб информирует, сколько человек за сутки заболели коронавирусом по республике. 110 тысяч тонн технического груза в Ленске продолжают обрабатывать прибывшие по навигации партии для нужд предприятия «Алроса». В стиле эпоса «Алонхо» с таким подходом якутянка Харчана Иванова приняла участие на мировом конкурсе кондитеров-декораторов в Англии. За минувшие сутки в республике зарегистрировали 242 новых случая коронавирусной инфекции, из них в столице 148. Что касается районов, то в Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Чурапчинском, Улусах зафиксировали по 6 случаев, а в Алданском, Аллайховском, Амгинском, Вилюйском, Мирнинском районах по 5. В Жиганском, Кобяйском, Аймеконском, Усть-Алданском и Хангаласском районах по 4 случая за последние сутки. Также за этот период в лаборатории республики провели 5217 исследований. Об этом сообщили на традиционном брифинге оперативного штаба. На настоящий момент во время заседания республиканского штаба, который прошел с утра сегодня у главы республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева, были поставлены задачи, прежде всего направленные на ситуацию по исполнению указа главы, подписанного в пятницу. Необходимо обратить внимание на базовую позицию данного указа. Она связана с усилением обязанностей, которые возлагаются на работодателей. На настоящий момент ранее рекомендуемая термометрия работников для всех работодателей на территории республики является обязательным. Контроль за исполнением данного пункта будет осуществлять Министерство труда и социального развития республики как орган, отвечающий за охрану труда на территории. Необходимо обратить внимание, что, оценивая ситуацию в улусах республики, на настоящий момент очень четко поставлены две задачи, которые исполняются. Это увеличение количества и создание резервного количества коечного фонда в инфекционных стационарах и полное обеспечение аптек и, соответственно, больниц соответствующими лекарственными препаратами. В Якутске уже сегодня в очном формате заработали первые кружки и секции дополнительного образования. После длительных ограничительных мероприятий свои двери перед школьниками открыла секция музыкальных инструментов Дворца детского творчества. Учащиеся 4 класса 7 школы сегодня пришли знакомиться с музыкальными инструментами. В целом Дворец детского творчества переходить на очную форму обучения будет поэтапно. Первыми в очной форме заработают кружки технического и музыкального направлений. Там по рекомендациям Управления образования столицы будут применяться смешанная форма обучения детей. При этом дистанционная форма также будет действовать. Первыми возобновят работу технические, танцевальные и музыкальные кружки. А пока наши педагоги проводят дезинфекцию рабочих мест и ждут своих воспитанников. Значит, сегодня будет составлено расписание учреждений, где, значит, будет применяться смешанный вариант работы. То есть по некоторым программам будет это очное занятие детей, по некоторым очное, дистанционно и дистанционное занятие. Конечно, при обучении в очном режиме, значит, будут соблюдаться все меры санитарные нормы, которые предписаны Роспотребнадзором. В России продлевается процедура ускоренной регистрации медицинских изделий и получения разрешительных документов на использование лекарств для лечения больных с коронавирусом. Решение закреплено постановлениями правительства. Упрощенная процедура позволяет получить все необходимые документы для применения лекарств или использования медицинских изделий в максимально короткие сроки. Такой порядок был введен из-за коронавируса до 1 января 2021 года. Теперь он продлевается еще на год. Ветеринары продолжают противозоотические мероприятия осеннего периода на территории Якутска и Жатая.
Для исследований на бруцеллез и лейкоз провели отбор около 1500 проб сыворотки крови от крупного рогатого скота. Это в Магане, Жатае, в Кельдямцах, Тулагинах, Атасах и в Табаге. 1607 животных прошли аллергическое исследование на туберкулез и паратуберкулез. Кроме того, вакцинацию прошли 546 голов крупного рогатого скота, в том числе в селе Кельдямцы. 70 крупного рогатого скота получили прививки против сибирской язвы и МКАРа. Ну а в селе Хатасы 389 голов привили от лептоспироза, в селе Табага 87 голов. Кроме этого, в Магане против сибирской язвы вакцинировали 65 лошадей. В Ленске склады управления материально-технического снабжения после навигации заполнены доверху. В навигацию для предприятия «Алроса» поступило 110 тысяч тонн технического груза. Кладовщики до сих пор принимают и обрабатывают всю поступившую номенклатуру. Сюжет нашей коллеги Олеси Васевой. Не помашешь лопатой, к работе не приступишь. За несколько дней складские площадки Ленского отделения ОМТС засыпало снегом. Тут и почистить, и отгрузить вовремя все нужно успеть. Оборудование у нас засыпает снегом. И получается, например, этикетки, которые там, либо номер накладной не видно, приходится самим даже где-то руками чистить, убирать. Куда комфортнее в теплых складах, но и здесь работы не меньше. Для каждой позиции свое место. Разложить все по полочкам – задача не из легких. В начале зимы полки склада спецодежды заполнены доверху. Здесь и теплое белье, и зимняя спецовка, и средства индивидуальной защиты. Все это поступило по навигации. Кладовщики до сих пор принимают и сортируют груз, параллельно отправляя его заказчикам, предприятиям «Алроса». Полный склад спецодежды – это всего лишь 297 тонн. Самая немногочисленная позиция среди всего объема технических грузов. За всю навигацию здесь приняли 110 тысяч. Это машины и оборудование, стройматериалы, взрывчатые вещества, резинотехнические изделия. Пик навигации пришелся на июль и август. Тогда поступали объемно-массовые грузы. Тенденция сохранилась до конца навигации. В основном поступал сложный технический груз. Мы видели, что и тоннаж судна был небольшой, но именно в номенклатуре, в объеме, конечно, все кратно у нас увеличилось. И последние месяца, сентябрь, октябрь месяц, мы работали именно на этом переделе. То есть приемка технического груза, оборудования, горно-шахтной техники, расходных материалов, запасных частей. За лето на центральную базу после оптимизации перевезли весь металлопрокат. Сегодня все склады и уличные площадки у ленских снабженцев заполнены на 100%. Начинаются долгие зимние перевозки. Весь полученный груз уже отправляется заказчикам. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Сегодня свой 100-летний юбилей отмечает ветеран педагогического труда, почетный работник образования России, ветеран тыла Анна Жиркова. Она уроженка села Дюбся Усть-Алданского улуса. В 100 лет она знает наизусть и читает вслух стихотворение Александра Пушкина. В настоящее время Анна Николаевна проживает в республиканском интернате для пожилых и инвалидов. Сегодня поздравить именинницу приехали родственники и близкие. В этот знаменательный день Анне Жирковой вручили почетный знак долгожителя Якутии ЮЕСАС. Поздравляем с 100-летием, тетя Аня, привет! Ура! К другим новостям. Финал 6-го национального чемпионата Обилимпикс-2020 в республике состоится с 23 по 29 ноября в очно-дистанционном формате. По итогам регионального чемпионата сформировали сборную республики. Соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Якутске и Нерюнгри. Всего будет 19 компетенций. Резьба по дереву, мультимедийная журналистика, массажист, кондитерское дело, ресторанный сервис, сетевое и системное администрирование, бисероплетение, веб-дизайн, портной ремонт, обслуживание автомобилей, медицинский лабораторный анализ, предпринимательство, экономика, бухучет и многие другие компетенции. Якутянка Харчана Иванова приняла участие на мировом конкурсе кондитеров-декораторов в Лондоне. Подведение итогов, как и само участие в конкурсе, прошло онлайн. Всего в соревнованиях приняли участие 59 стран. Это порядка 800 работ в различных категориях.
Свой торт якутянка представила в категории «Декоративная композиция», а вдохновилась кондитер героическим эпосом «Аланхо». В своей композиции Харчана показала поединок между воином-богатырем и демоном. На своей странице в соцсети конкурсантка призналась, это противостояние полностью отражает нынешнюю непростую ситуацию борьбу с коронавирусом. Моя работа сделана по мотивам якутского эпоса «Аланхо» и показывает борьбу богатыря могучего Нюркун-Батур с демоном Абага. С этой работой я участвовала в престижном мировом конкурсе кондитеров-декораторов Cake Show International. Этой осенью я должна была поехать в Англию в составе российской команды, но в связи с пандемией провели его в онлайн-режиме. Вчера вечером огласили результаты, и в своей категории моя работа была оценена очень высоко и получила золото. Девятиклассник из Калининграда создает модели обуви на 3D-принтере. Как ему это удается, разбирались наши коллеги. 3D-кроссовки школьник печатает из плотного пластика и более мягкого, который позволяет модели гнуться. Серафим постоянно работает над улучшением своей идеи и уже создал специальную ткань, которая в будущем может также быть использована для печати обуви на 3D-принтере. Этот материал позволит коже дышать в обуви. В будущем кроссовки юного предпринимателя должны будут подойти любому человеку, ведь один из их плюсов – эргономичность. Эти кроссовки будут учитывать эргономичность вашей ноги, строение, и также в самом дорогом тарифе будет продумано то, что они будут ортопедическими, потому что у многих людей есть какие-то проблемы с ногами, либо одна нога меньше другой, то есть это все можно будет учитывать и делать индивидуальный дизайн под ваш кроссовок. По словам школьника, печать кроссовок на 3D-принтере позволит сократить срок создания моделей и уменьшить число людей, работающих на производстве. Понадобится всего несколько человек, которые будут следить за работой программы и принтера. Это намного выгоднее в производстве. То есть, если вы большой производитель, как Puma, чтобы просто вылить слепок кроссовка, им понадобится 8 месяцев. А тут вы смоделировали кроссовок и отправили на печать, и уже увидите первый тестовый образец. Сейчас проект Серафима находится на стадии поиска инвесторов для печати первой партии обуви. Самую первую модель для носки молодой человек намерен завершить к концу 2020 года и к началу 2021. Когда у меня появится первая сотня заказов, я буду чувствовать себя счастливым человеком, я буду знать, что я помог каким-то людям. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на Якутии 24. Будьте всегда в курсе. Вместе с нами. Берегите здоровье, носите маски.